Джаз и якутский хомус. Такого невероятного сочетания широкая московская публика еще не слышала. В полном восторге не только публика, но и исполнители. Народный артист России, настоящая мировая звезда джаза Игорь Бутман на сцене импровизировал под чарующую игру нашего виртуоза-хомусиста Алены Подлужной «Улутай». Я сначала испугалась, подумала хомус и джаз, а потом поняла, что открываются новые возможности для этого инструмента. Вот ключевой момент, что хомус — это о свободе, и джаз — это свобода. Конечно, есть какие-то там определенные профессиональные рамки, да, там построение формы, но это если прям углубляться в профессиональную терминологию. А на самом деле это всегда импровизация, и это всегда полет души и фантазии. У нее огромная энергия. Вот эта энергия, откуда она берется, это только Бог знает, но вот ее якутские эти корни, плюс ее великолепная музыкальность, вот это нам дало такое вдохновение на импровизацию. Конечно, впечатление потрясающее. На репетиции, когда мы, так сказать, попытались что-то скомпоновать, это произошло за секунду. Алена настолько виртуозно владеет хомусом, таюком, свободно говорит на якутском языке и так ярко и искренне представляет нашу республику, что неудивительно, почему многие верят, что у нее есть якутские корни. Но родители Алены приехали на север из Украины. Мой папа, являясь связистом, был направлен на работу в Якутию, в город Алдан. Это было 81-82 год. Папа приехал в Алдан, в угольный город, проводить связь. И он приехал один. Он работал, писал маме письма настоящие, бумажные. Они познакомились уже взрослыми людьми. Мама на тот момент уже была матерью 2 детей. У нее уже был за плечами первый брак. И папа такой у нас герой, женился на женщине с 2 детьми, взял под свое крыло, под опеку. И, видимо, чтобы содержать семью, уже большую достаточно, он согласился ехать на север, работать. Мама его сидела, ждала в Украине, а потом не выдержала и приехала к нему в Алдан с моим братом, с Петей. Папа у меня заслуженный работник связи Республики Саха-Якутия. Разумеется, он в городе не сидел, он все время по лусам, по районам. Он телефонизировал всю республику. И они, когда переехали в Якутск, им дали квартиру в радиоцентре. В то время ведь все давали за заслуги перед Отечеством. Дали 2-комнатную квартиру, потому что папа не знал, что мама ждет меня. Так бы 3-комнатную получили. Но уже дело было сделано. И мама ведь сама меня не ожидала, что в 40 лет такой сюрприз случится. В Якутии якутская земля подарила маме еще одного ребенка в 40 лет. Несмотря на суровость нашего края, родители так влюбились в Якутию и уже решили не возвращаться на Украину. Это было, наверное, мама сама говорит, что одно из самых ее мудрых решений, что где душа дана была человеку, где его пуп закопан, как она говорит, там его и родина, он должен в этой среде воспитываться. Алена на сцене, а за пультом звукорежиссера ее неизменный спутник, известный в России музыкант, продюсер, основатель студии звукозаписи и супруг Дмитрий Зайцев. Они поженились год назад, но познакомились намного раньше, и связала их, конечно же, музыка. Диму я знаю очень давно, на самом деле. Мы еще с Айрхан тогда участвовали в конкурсе. Мы познакомились с Аленой в Москве лет 12 или 15 назад. Дима был в жюри. Он уже на то время был видный деятель в сфере музыкальной элиты Москвы, там звукорежиссура и все такое, продюсирование. И мы туда приехали участвовать. Я давно занимаюсь музыкой, я всем рассказываю, что первый мой опыт звукозаписи был, когда я болел корью, а моя сестра на магнитофон переписывала пластинку, какой-то Аббы, и я накашлял там нормально. Как раз, когда мы познакомились, я уже занимался какими-то музыкальными проектами,
звукозаписью. Сейчас я издатель, продюсер, звукорежиссер иногда менеджер в случае как бы с Аленой. Такие в основном проекты довольно нишевые. Это инди-рок, немножко блюза, народная музыка. Нас просто познакомили шапошно. Вот это Дмитрий Евгеньевич, ну, на 14 лет меня старше, я еще девчонка, мне 20 лет. Конечно, Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте. Член жюри, ему очень понравилось ваше выступление, там, ну и все, как познакомились и познакомились. А что касается якутской музыки, конечно, наверное, вот встреча с Аленой первая была, наверное, моим первым знакомством с якутской музыкой и с варганом как таковым, потому что до этого детство провел в Казахстане, там тоже было, в общем, очень много по радио народной музыки, но что касалось варгана, это все было у нас пиу-пиу, да, вот это то, что, как мы представляли себе эту музыку. А тут был абсолютно другой уровень, и понятно, что на меня, конечно, это провело большое впечатление. И у меня было какое-то, ну, трепет перед ним. Какой, да, высокий уровень, какой музыкант, какой человек. Ну, другой мир, короче. А мы такие девчонки простые из Якутии. Эй, приехали. Ну, я как будто, типа, влюбилась, как студентки же влюбляются в своих лекторов часто, да? Мне вот такое чувство было. Ну, конечно, быстро прошло, когда мы вернулись в Якутию. Я там успела потом 2 раза замужем побывать. Я ее и не забывал, мы прекрасно помнили друг друга еще и с того времени. Вот, но понятно, что за 10 лет многое произошло у каждого в жизни. Дмитрий Евгеньевич мне пишет 4 года назад: «Алена, надо поучаствовать в записи одной из моих групп, продюсируемых, на варгане сыграть». Я говорю: да, конечно, с удовольствием. И все закрутилось. Вот так мы встретились и больше не расставались. 10-11 лет нам нужно было понять, что мы нравимся друг другу. И он говорит: ну ты мне тогда тоже понравилась, но я подумал, ну куда, студентка. А Дима мой учитель, наставник, он меня поддерживает. И не только потому, что он старше, а потому что он умнее, мудрее, интеллигентней. И у меня есть чему учиться у него. Поэтому нам интересно, поэтому мы душа в душу. Нам легко друг с другом, потому что мы друг друга понимаем необходимость, потому что бывает творческим людям очень тяжело, когда начинаются соревнования, кто лучше и так далее. Тут у нас соревнования, к счастью, нету. Понятно, что самый лучший у нас артист Алена Борисовна Улутай. Ну, это действительно она великий, по-английски entertainer это называется, по-русски развлекатель не очень хорошо получается. Ну, конечно, она великий артист. На сцене она преображается в 1 секунду. Просто другой человек. Она держит зрителей, целые залы держит вот так вот мощно своим обаянием. Ну, тут никаких сомнений нет перед тобой, просто великий артист. Ladies and gentlemen, Alena Utai. Алену сегодня знает не только вся наша республика. Она известный этномузыкант и в России, и за пределами нашей страны. Якутские ритмы, таюк, песни в ее исполнении звучали на сценах самых популярных европейских телевизионных шоу. Вот так, например, выступление Алены встречали зрители и жюри во время популярнейшего конкурса «Британия ищет таланты». Ты как будто прилетела из космоса, прямо с небес. Это было волшебное выступление. Для европейцев это всегда какое-то откровение, да? Они углубляются в какую-то очень глубокий там эзотерику. А в России слушатель, у него ощущение такое, что его там гладят по корням.
Они, все люди вспоминают какие-то свои детские, может быть, или там от бабушек оставшиеся, причем независимо от национальности, что самое поразительное. Люди что-то находят в себе, открывают в себе глубокое, какие-то дверцы, какие-то свои архетипы. Они якутскую культуру открывают в себе. Вот это очень интересный факт. У ее роликов миллионы просмотров в соцсетях и сотни тысяч последователей и поклонников по всему миру, которые через ее творчество узнают о культуре народа Саха. А в Якутии Алена настолько своя, что жители сразу нескольких улусов и районов верят, что она именно их землячка. Ходят, да, городские легенды, как говорится. Кто-то говорит: о, наша Аммакыга, Амгинская, думают. Кто-то говорит Покровская же. Ну, потому что там много таких, в принципе, да, Баганайдер, и говорящих по-русски, по-якутски. И есть Алекминская, говорят. Кто-то Анабыр говорит. У меня прям многие районы уже в своей считают. Я говорю: неплохо. А на самом деле я родилась в Якутске и выросла. Мама видела, что я одаренный ребенок с самого детства. Я первое стихотворение написала в 6 лет, уже с чувством ритма, рифма, уже строфа сложенная. Мама очень удивилась, что в 6 лет я уже стихи пишу. Я прибежала к маме, мы картошку чистили на Новый год, тогда сидели. Я говорю: мама, я стихи написала. Я очень способная была, и мама понимала, что я особенный ребенок. И петь, пожалуйста, танцевать, и все красиво, и рисовать, и стихи вот писать вдруг начала. Летит сквозь время вдохновение, в открытое окно влетает птицей и помогает в суете дневной забыться. Он околдован красотою музы вдохновения, берет перо, садится в тишине забвения и начинает создавать свое творение, о музе, прилетевшей как спасение. Очень к творчеству тянуло меня, сильно к творческим профессиям каким-то. И мама, конечно, подумала, что высшая школа музыки для меня будет идеальное место. И она не ошиблась. В 1994 году мы пошли с мамой, в 1993 поступать в обычную школу по району, по распределению. Радиоцентр принадлежал 3-я школа. Мама услышала по радио и пришла ко мне. Говорит: Оля, будешь музыкантом? Я вообще даже фортепиано в жизни не видела. Такая: давай. И все это как-то спонтанно получалось. Мама такая, она отвела меня на прослушивание. Они тогда в училище проходили в музыкальном. Со слов мамы я не боялась и пошла первая прослушиваться. Спрашивали детей: ну, кто хочет, давайте. Все прятались за юбки там маминой, а я боевичка, пошла вперед. И прохлопали, ритм проверили, слух проверили, спой, говорят, что-нибудь. И я там вот на украинском языке спела «Неса Галя воду», коронную песнь, которую родители там в застольях пели с друзьями. И мамины частушки смешные. Люди, профессора же сидели все-таки, ну, наши самые такие элита музыкального училища, будущие педагоги высшей школы музыки. И тут, наверное, это детство и закончилось. Сказали: девочка очень одаренная, надо брать, берем на класс фортепиано. О, какое красивое название, фортепиано. Такое длинное. Давайте фортепиано, сказала. В высшей школе музыки вместе с основными предметами Алена постигала еще одну дополнительную дисциплину. Она учила якутский язык. Надо понимать, что специфика высшей школы музыки была для детей из улусов, поэтому это школа-интернат, чтобы дети могли жить там, в школе, и обучаться. Городских особо не брали. Ну, дети из далеких улусов, талантливые, действительно самородки, плохо говорили на русском языке, они чисто по-якутски говорили. А я, разумеется, не говорила на якутском, но мы жили-то в одном коттедже. 6-7 человек под одной крышей. Таким образом произошел обмен языков. И поэтому так вот якутский язык вошел в мою жизнь. И Василий Давыдович, преподаватель якутского языка в нашей школе, он заметил способность мою, что я пытаюсь с детьми там что-то. Он говорит: давай-ка нормально позанимаемся, я тебе помогу якутский язык нормально учить. И да, он меня научил, диктанты я писал. Он индивидуально со мной занимался, ему даже не платили эти доп. Часы. Он просто вот по доброте душевной, он говорил: чувствую в тебе якутскую душу. Такой замечательный человек. Евдокия Михайловна, преподаватель национальной культуры. Она тоже заметила во мне такую искорку и отдельно даже со мной занималась
подтягивала меня по якутской культуре, там, кобах, барахсан, там вот это все учили, стишки отдельно. И мне разрешали посещать уроки якутского языка. Обычно русских детей освобождали. Ну, их было мало, они потом бездельничали, ходили там по школе. А я оставалась всегда сама. Мне самой интересно было, меня никто не заставлял. И вот так вот постепенно, как-то играючи с помощью вот этих проводников, так сказать, ангелов, Евдокия Михайловна, Василий Давыдович, Альбина Михайловна Дегтярева со своим кружком хамуса. Вот это 3 личности, которые сформировали во мне саха. И поэтому якутский язык для меня всегда был, есть и будет родным. И дай бог мне удастся заставить своих детей тоже говорить на якутском. А Лена готова помочь всем, кто хочет познакомить мир с традициями народа саха и чарующими звуками хамуса. Так она откликнулась на просьбу поработать над творческим номером Маргариты Максимовой, которая собиралась участвовать в конкурсе «Миссис Мира Россия». Я хотела с национальным колоритом номер подготовить. И Алена, как участник международных конкурсов, как знаток разнообразной культуры, могла мне дать неоценимые советы. Я нашла ее номер телефона, написала ей, мы встретились с ней, и мы придумали творческий номер, можно сказать, за несколько минут. Она и у Альбины Михайловны, у Эрхана, она играла на хамусе, училась. И я ей немножко технику подтянула, инструмент там посоветовала, что как. Но она уже умела, да, у нее база, все было. Она большая молодец. Вот я ей подкинула идею. Я сначала хотела, возможно, под музыку Майкла Джексона, да, какой-то номер, который говорит об экологии. Она сказала, это будут проблемы с авторскими правами. Предложила ее музыку использовать. Это было очень щедро с ее стороны. Я прям очень удивилась даже. И сказала, ну, если уж ты якутка, все равно нужно якутский национальный колорит показать. Мне говорили, давай лучше известный хит и под него номер поставь. Типа танцы, лучше отточи пластику, да, покажи, что ты, типа, еще есть порох в пороховницах. Ну, а вот с Аленой, когда мы поговорили, ее видение, да, у нее же музыка такая энергичная тоже есть, да, где хумус прям зажигает такой бурные, прям энергетические и энергичные композиции. Она скачки называет эту музыку, которую она мне предложила. Идеально легло вообще на всю идею мою. И как раз-таки тот посыл, который я хотела, в нем был. Хомус как ключ такой от всего мира, потому что все народы играют на варгане. Он будет понятен, близок всем в современной обработке. И давай как бы поднимем актуальную тему вот сохранения природы, экология, ну вот то, что сейчас действительно важно, что мы живем в этом мире и мы его не сохраняем. Мы так живем, как будто после нас никто жить не будет. Про вот потребительское вот это отношение к матери природы, да, ну я такую духовную спиритуал тему хотела протолкнуть через Маргариту на международном уровне. И все у нас получилось. Безусловно, это работа на имидж республики, на позитивный международный имидж. И тут не только творчество, тут, возможно, экономические какие-то факторы. Да? Я кучу людей заинтересовала, допустим, чтобы в туризм как бы отправиться в Якутию. Вообще я хочу, чтобы Якутия стала одним из самых таких туристически классных мест. Это можно все сделать. Ну, нужно время и финансы. И, конечно, а мы, как артисты, как музыканты, как вот медийные личности, как Рита, мы продвигаем имидж, чтобы другим странам, другим людям захотелось увидеть своими глазами. Потому что культура ведь очень самобытная, и ее надо сохранять. Сохранение культуры среди подрастающего поколения – это особенная задача, которую ставит перед собой Алена. Например, вот уже несколько лет она курирует своего юного последователя Артура Агафонова-Едрихинского. Лё-лё-лё, давай сыграем, да? Жаворонка. Да? Лё-лё-лё.
Меня поразил мой самый молодой ученик, который с 3 лет начал сам учиться, оказывается, но уже считал и называл меня своим учителем. Он увидел ее видеоролики. Я не помню, кто-то прислал, показал. И с тех пор вот наша жизнь перестала быть прежней, потому что вместо мультиков он смотрел только ее ролики. С утра, весь день до ночи. И говорит, познакомьте меня с ней. Ну как, мы сами не знакомы, ну как можно? Это же звезда, как мы познакомим? Но он настойчиво говорил почти каждый день, познакомьте, познакомьте, познакомьте. Мама, когда вы познакомите? И вот мы встретились с Артуром на одном из моих концертов в «Белых облаках». И ну вот это сразу видно, ребенок одаренный. Талант в 4 года, в 3 года вот так уже самому научиться играть на хомусе и подражать звуки животных с моих записей, с моих выступлений. Ну это понятно, Богом поцелованный малыш. И в качестве исключения, хотя я сейчас особо не преподаю, прямо избранных, Артурчик взяла его под свое крыло. Она ему там все с любовью преподавала, не строго. Она ему давала как раз-таки волю, потому что отношения, и сейчас оно происходит, наши редкие встречи, Алена обязательно что-нибудь ему говорит, ну, какие-то важные очень моменты, и это все так очень мирно, с любовью, с заботой. Мне такой подход очень нравится, конечно же, как матери. И так получилось, что мы и подружились с семьями, и стали тесно общаться, и он вот не теряет интерес уже, да, пошел в школу уже в 1 класс, а у него коллекция хомусов сейчас больше, чем у меня. Моя душа говорит, ну не переставай, это же красивый звук. Если тебе нравится, ну не слушай других. Если тебе нравится, значит, ты то, что ты хочешь, делаешь. Сложно, что как бы сначала ты не понимаешь, как там сначала держать, как там играть, а потом уже все легко. Я прям в нем вижу отражение себя в детстве. Вот как он влюблен в якутскую культуру, хотя вообще, да, в отрыве, воспитывается в Москве, он все время просится туда, и я вижу в нем вот эту старую душу, мудрую, северную якутскую, видимо, которая в этом маленьком теле, но все равно уже мудрость проступает, несмотря на что такой вот юный возраст. Я хочу ей пожелать, чтобы ее творчество развивалось, потому что таких талантов действительно мало. Аленчику желаю, чтобы она прям шла, несла свой дар и дальше пропагандировала, рассказывала, что есть такая республика Якутия, самый большой регион вообще-то, это нашей Российской Федерации. Я горда за нее, и поэтому я ей желаю всего-всего самого лучшего. Мне вообще такие артисты, которые и по всему миру путешествуют, да, и свою такую уникальность показывают, демонстрируют, да. Мне такие артисты всегда прям были симпатичны. Она вроде бы и такая добрая, магическая, да, женщина, девушка такая и простая в общении, как будто, но в то же время она воин, она боец, она прям такая, ух, да. У нее такое классное сочетание характера. У нее есть и сила, у нее есть и хрупкость. Она такая прям цельная. Мы ездили в тур в прошлом году по России. Вот. То есть в разных городах люди, которые первый раз, то есть которые не слышали раньше Алену или слышали только там какие-то ролики на YouTube. Вот. И реакция у людей везде, в каждом городе одинаковая. На 4-й песне люди плачут, на 6-й смеются, потом поют. То есть это гораздо глубже. Хомус — это моя жизнь, это мое лекарство, это моя отдушина, это мой смысл, моя миссия — заявить миру о этом прекрасном крае, об Якутии. Моя цель, моя миссия, вот как также говорит наш первый президент Михаил Ефимович,
престиж держать нашей республики все выше и выше, чтобы знали во всем мире о нас, о наших талантах. У нас очень много талантливых людей. И вот я хочу, чтобы в мире перестали задавать вопрос, а где это Якутия, а кто такие якуты? Максим Кардозу, Асена Бурнашова, Виктор Олесов, Джур Березкин, Олег Южилкин, Москва.